Тони Люнкафай, Тунда Вэй, Джоу Дун Юй, Дэн Цзядзя, Вэй Чень, Цао Вэй Юй. Режиссер Сюй Вэй. Затерянные в белой мгле.
Командир! Место преступления вон там. У нас в деревне много старых и больных, поэтому зимой, чтобы дать им возможность немного заработать, я организовываю специальные виды досуга. Ну, рыбалка, коньки и так далее. Этот каток всего пару дней как залили. Пара тысяч, потраченная на уборку снега, еще не окупилась. И вот столкнулись с этим. Давайте ближе к делу. Разве не вы сообщили в полицию? Расскажите, как вы обнаружили? В полицию сообщил я, но этот труп... Это дети, это наша ребятня деревенская обнаружила. У них же каникулы, они играют здесь в футбол каждый день. Вот и увидели, что подо льдом что-то есть. Я пришел глянуть и сам не понял, что это. Нашел кран, чтобы поднять, а оказалось там человек. Вот я и сообщил в полицию. Вообще утомительно. Я только пришла, еще руки не отогрела, 3 круга едва сделала, как папа меня утащил оттуда. Еще говорит, что отгул возьмет ради меня. Вообще доверия не внушает. Будто ты не знаешь, что он за человек. Я ведь говорила, надо было пораньше приехать, получше изучить местную обстановку. Синьи, а что если я тебе билет поменяю? Сама поговори с ним. Место, где обнаружили труп, точно не является изначальным местом преступления. Здесь расположена заводь. На льду вокруг не видно никаких следов того, что его кто-то долбил. Через 7 километров выше по течению есть плотина. Должно быть, где-то на этом 7-километровом участке тело сбросили в реку, а затем течение реки принесло его на эту самую заводь. Убийца однозначно мог оставить какие-то следы. Посмотрим, повезет нам здесь или нет. Вызови сюда криминалистов. Труп принадлежит мужчине. Возраст примерно 45 лет. Причина смерти – утопление. Рыбы подчистую обглодали его лицо и конечности. Установить его личность вообще нереально. К тому же, он был заморожен во льду какое-то время. Время смерти тоже сложно определить.
Кровь, следы которой вы нашли на месте, принадлежит ему, согласно экспертизе. Эта рана очень глубокая. Она получилась такой, должно быть, его тащили за это место. Я уже давно занимаюсь своим делом, но впервые вижу такую жестокость. Подозреваемый уже 5 раз изменил место передачи, сейчас движется на улицу Синьцзянь. Скоро час пик, машин будет больше, не потеряйте его. Понял. Езжай быстрее. Впереди перекресток. Куда мне ехать? Остановись там, поднимись на переходный мост. И не мешкай, блин. Я знаю, что полиция следует за тобой. Если не поднимешься туда, твой муж станет трупом. Стой! Я говорю, стой! Не выходи, тут и другие машины едут. Беги! Ну, беги! Беги! Такой мост высокий, а ты с него сиганул. Тебе жить надоело, что ли? Разве можно так избивать подозреваемого? Сколько ты уже здесь? Знаешь, что ты сейчас делаешь? Ну как ты себя ведешь? Раскроем это дело и все на этом. Знаете этого человека? Говорите, в каких вы отношениях? Он мой инструктор по фитнесу. Я спрашиваю, в каких вы отношениях? У нас
Настоящая любовь. И вы с этой вашей настоящей любовью своего мужа похитили? Никого не похитили, это все не по-настоящему. Ван Цзиньше всегда любил играть в исчезнувшего, но в этот раз пропал на полмесяца дольше. Не думала, что сейчас его собственная мать не найдет, вот и обратились. А мы хотели, пользуясь случаем, денег умыкнуть. А эта ваша настоящая любовь нам сказала, что он отвечал только за получение денег и больше ничего не знал. Как вы это объясните? Полная, мать его, чушь, это все он спланировал. Сбросить сумку с моста тоже он придумал, и мне велел это. И все на меня сваливает. Что бы я там понимала? Тогда такой вопрос. Ван Цзиньше все-таки с вами связывался? Связывался. Я вам специально не говорила. Не может быть, чтобы моего мужа похитили. Последний раз он мне звонил. Похоже, что из города Иси он звонил. Сказал, что уехал повидаться с друзьями по старому бизнесу. Не исключено, что опять там любовницу завел. И специально телефон отключил. Это было найдено в желудке у покойного. Вид ртутного соединения. В реке такого быть не может. Должно быть, в нем оно оказалось еще при жизни. Это ядовито? Ядовито. Но здесь чуть-чуть, и к смерти не приведет. И где можно такое достать? Эта штука хоть и не стоит денег, но не так просто ее получить. Это отходы, образующиеся при очистке редких металлов. Смотрите, как много снега. На вашей машине здесь никак не проехать. Спасибо Юншену за то, что отвез нас. Ли, спасибо. Не стоит, это было необходимо. Раньше это место было очень людное. Одни машины на дороге туда и сюда. Говорят, что в этой деревне люди, которым за 30 и за 40, все когда-то работали на аффинажном заводе. И еще которым за 70. Те деньги, которые платили хозяева жителям нашей деревни, намного больше, чем платили в других местах. Неплохо. А почему они потом закрылись? А вот этого я и не знаю. Во всяком случае, я знаю, что там было 4 хозяина, один из которых попал в аварию. Вот потом и закрылись. Аффинажный завод Цзиньюань. Подожди в машине. Сильно не торопитесь, староста. Командир, здесь ничего нет. Командир Джоу, скорее смотрите сюда. Командир Джоу. Смотрите. Вы же говорили, здесь никто не бывает. Да, здесь все пустовало многие годы. Когда закрыли завод, все ценное отсюда повывозили. Ничего не оставили. Уж сколько лет никто не появлялся. И зачем этот кто-то приходил? Командир, снова это место.
Командир Джоу. У этого человека в желудке мы опять нашли такое же ртутное соединение. Братан, нужна помощь? Хорошо, сфотографируй нас вместе. Хорошо, только камеру разверни. Буду позировать. В том же виде. Братан, не пойдет. Тут все не поместится, мне надо отойти на пару шагов. Давай, отойди. Братан, опять нехорошо. Надо отойти еще на пару шагов. Связался с нашими местными, преподайте ему хороший урок, когда вернетесь. Спасибо. Как вы себя ведете? Я Джоу Пен. Здравствуйте, командир Джоу. Как ты смеешь бить людей? Да, раз полицейский можно так людей бить, я подам иски на ему адвоката. Смотри, как ты избил меня, я... Мне все равно, как вы работаете в Шанхае, но у меня здесь не следует проблем создавать. Смотри, ну какой из тебя полицейский? Средь бела дня телефоны крадут, с таким-то общественным порядком еще и учите, каким должен быть полицейский. Я вам тут пару воришек поймал, за это хотя бы спасибо говорят. Это у тебя не поимка воришек, это злоупотребление силой. Смотри, как ты ему лицо расквасил. Я и не бил его, это он сам упал. Как вы себя ведете? Я разве не сказал тебе ждать в машине? Садись назад. Это моя дочь. Надо сперва ее домой отвезти. Давай знакомиться. Меня зовут Ван Хао. Меня зовут Джоу Синьи. Джоу Синьи? Какое модное имя. Видно, что не отец тебе его дал. Ты тоже полицейский? А что? Малость не похож. В этом вопросе у тебя с твоим отцом полное единодушие. Пристегнись. Ты такой юморист? Добавься ко мне в телефонный чат. Хорошо. Надо просканировать. Только что было холодно на сердце, а сейчас вдруг гораздо теплее стало. Сюда. Присядь пока что. Чуть позже отведу тебя поесть. Это здесь вы сидите? У такого важного командира даже отдельного кабинета нет. Командир, а это... Это Ван Хао, прилетел из Шанхая. Он расследует исчезновение одного человека, нужно наше содействие. Это Усюэ. Командир, мы даже с тем мертвецом не разобрались. Откуда у нас время помогать с поиском живых? Ничего не поделать, это приказ. Не надо гулять здесь. У нас мало места, отдельных кабинетов нет. Что ты там высматриваешь? Это дело с твоим не связано. Не беспокойся. Наш командир сказал помогать тебе, обязательно раскроешь свое дело. Иди посиди там спокойно.
Срочно позови командира Джоу. Зачем? Я могу помочь вам раскрыть дело. Итак, ты думаешь, что твое дело об исчезновении и наши два дела об убийстве связаны между собой? Очень вероятно. До исчезновения Ван Цзяньше звонил из города Иси. Говорил, что приехал повидать старых друзей. Я проверил и выяснил, 10 лет назад он и еще трое открыли аффинажный завод Цзиньюань. И здесь, кроме Ван Цзяньше, еще два партнера, которые тоже исчезли. А эти два трупа, которые мы нашли, один из них не Ван Цзяньше, по росту и телосложению не похожи. Я прошу свозить меня завтра на аффинажный завод Цзиньюань. Алло, что такое? Ты собрал вещи Синьи? А какое число-то сегодня? Еще более 20 дней впереди. Тебе вот обязательно надо так суетиться? Какие более 20 дней? Я ей билет поменяла, на следующей неделе она полетит в США. Она тебе не сказала? Сказала. Я забыл про это. Осторожно! Эти рыбы кусаются. Кого вы пугаете? Я ел такую рыбу. А вот тем летом был один красавчик, почти такой же, купался здесь. И ему письку такая рыба попросту откусила. Не обращай внимания, это он шутит с тобой. Ваши постоянные визиты — это не дело. Вы мне весь бизнес распугаете. Мне нужно снова побывать на аффинажном заводе. Разве я уже не возил вас туда? Сейчас за это дело пока отвечаю я. Мы с вами поймаем убийцу, и все закончится. А если провозимся еще дней 10? Пресса, телевидение и интернет-издания самые проблемные сегодня. Все устремятся к вам сюда. Сотрудничать с вами моя обязанность. Конечно, можно. Хорошо, пойдемте. Хань, чуть погодя, отвези моего сына домой. Я съезжу вместе с ними на аффинажный завод. Пойдемте. Юншен, пойдем. Там впереди сливная труба аффинажного завода. Вы бы взглянули на нее сейчас, а то мне еще раз придется везти вас сюда. Хорошо? Завод уже 10 лет как закрыли. Что там еще можно найти? Не беспокойтесь. Воду, которая течет по этой трубе, много раз проверяли по распоряжению сверху. Вообще никаких вопросов. Какое красивое место. А вы вдруг разрешили им построить завод. О чем вы думали? Все формальности в порядке, результаты всех проверок соответствовали нормам. Для деревни польза, все бы имели доход, из чего бы не разрешить. Ну вот у вас в деревне так много детей с врожденными увечьями. Вы никогда не думали, что это связано? Думать-то я думал.
А толку-то? А толку-то? Найти их, засудить их. Где бы я их нашел? Где бы я их засудил? Все хозяева сбежали, и завод закрылся. И где, скажите мне, их искать? И кому эти ваши слова делают чести? Ваш сын прикован к коляске на всю жизнь. Вы это знаете? Нет? Но это уже случилось. А что толку от ваших слов? Я присутствовал при этих проверках от начала и до конца. Разве что они меня обманули. Жители деревни действительно обманули. Труба под землей – это вовсе не сливная труба. Примерно 6 метрами ниже того места, где нашли труп, расположен настоящий сток для отходов. Неочищенные ядовитые сточные воды, проходя через эту секретную подземную трубу, сливались непосредственно в реку и загрязняли источник водоснабжения в деревне. Ртутные соединения в сточных водах наносили огромный вред эмбриону в животе у беременной женщины. За 10 лет в деревне родилось 15 детей, 8 из них с врожденными увечьями. У этого завода, в общем, было 4 хозяина. Как было установлено, 2 жертвы, найденные нами в реке подо льдом, это 2 из них. Еще один – это Ван Цзяньше, исчезновение которого ты расследуешь. И последний – Вэн Цзе, чье местонахождение пока неизвестно. В 2008-м Вэн Цзе со всей семьей попал в аварию. Жена и ребенок погибли. Про него староста Ван Шуйхэ рассказывал. По данным управления по делам въезда и выезда, после этого Вэн Цзе уехал в Испанию, и до сих пор не было никаких записей о его возвращении. Ртутное соединение в желудке первого трупа привело нас на аффинажный завод Цзиньюань, а отпечатки ног, оставленные на аффинажном заводе, вернули нас обратно на место первого преступления. Второй труп был расположен головой вниз, точно по направлению к секретной сливной трубе. По этим зацепкам было понятно, что убийца очень хорошо знает эту местность и вдобавок все время ведет нас за собой. Ну, скажем так, убийца вполне может быть членом одной из семей, в которых есть эти дети, или некто из деревни с целью отомстить. И еще может быть, что это Ван Цзяньше или Вэн Цзе. Не забывай, убийца все время ведет нас за собой этими зацепками. Вскрылась правда об аффинажном заводе Цзиньюань. Если это те 2, была ли необходимость так делать? Ну а если он вводит нас в заблуждение? Все, что вы оба говорите, очень разумно. Послезавтра Новый год. Каждый год в этот день жители деревни празднуют его вместе, включая тех, кто работают не здесь и приезжают на праздники. Я думаю, нам нужно поехать в деревню и посмотреть, разузнать все полностью. Вот сегодня и поедем. Хорошо. Я в баскетбольном зале 2-й школы. Срочно приходи, нужна помощь. Я сперва вещи соберу. Синьи, я пришел. Ты где? Ребята, я хочу у вас спросить кое о ком. Вы видели, нет, худенькую девушку с короткой прической? Подружка твоя, моя сестра. Вот как. Твоя сестра сейчас пойдет обедать с моей братвой. Иди домой и жди. Куда пошел? Куда идешь, а? А ну стой. Тебе говорят. Кто хочет надеть? Уходим, полиция. Синьи! Ладно. Не бойся. Вообще хотела до отъезда в США еще раз проведать место, в котором я училась. Не думала, что столкнусь с этой шпаной. Огромное спасибо тебе. Не надо благодарить. А почему ты им не сказала? Вы знаете, кто я, а? Мой отец Джоу Пен. Не трожь меня. Однажды в детстве мама уехала в командировку. Я была вместе с папой на ночном дежурстве. Вдруг ему позвонили. Сказали, что совершено убийство. И папа закрыл меня в своем кабинете. Помню, как мне было голодно и холодно. И очень-очень темно, чего я очень-очень боялась. С тех пор я очень боюсь такой обстановки. А твой папа знает? Мама говорит, что такие люди, как мой отец, могут помнить все твои праздники и дни рождения. Купят тебе подарок, подарят тебе счастье, пригласят тебя на обед. Но как только появляется дело, ты сразу становишься ненужным. Ты обуза.
Я тебе тоже расскажу историю про семью полицейского. Был один красавчик, его папа работал в криминальной полиции. И однажды поехал ловить злодея. Тот злодей еще немного и упал бы с крыши того здания. Далее его папа спас жизнь этому злодею. И после того, как он его вытащил, у злодея был с собой вот такой длинный нож. Ударил его папу вот сюда. Он и до больницы не доехал. Дух испустил. Скажешь, неужели он не знал, что спасенный им человек злодей? Но из-за спасения такого подонка человека не стало. Ну, а зачем ты все еще хочешь быть полицейским? Это уже немало, если я, такой умный полицейский, уберегу от смерти парочку глупых полицейских. Потом, если опять столкнешься с такой проблемой, подумай про себя. Мой отец и мой брат Ван Хао обязательно спасут меня, и никакой проблемы не станет. Но вы коллеги с моим отцом, тогда уж ты дядя Ван Хао. Я настолько старый. Алло, алло? Это Джоу Синьи. Я же только в чат добавлялся, а номер телефона не оставлял. Ты знаешь, кто я? Я дочь полицейского. Говоришь, что тоже не записал мой номер? А еще говорил, что при опасности придешь и спасешь меня. Трёп один. Что тебе понадобилось от меня так поздно? Вы сейчас где? Этого я не могу тебе сказать. На самом деле у моего отца завтра день рождения. Я хотела сделать ему сюрприз перед отъездом. Хоть и день рождения у отца, все равно не могу сказать. Кто это? Больной кто? Глубокой ночью и на гармошке играет. Да, я послушаю. Это мой отец. Ты откуда знаешь? Он умеет играть только одну эту мелодию. Начиная с родного Гуандуна, доиграл ее аж до северо-востока. Есть два повода. Первый, когда мне не спалось в детстве, меня это убаюкивало. Эффект был магическим. И еще один, каждый раз, когда есть серьезное дело, он тоже играет. В этот раз, к примеру. Засыпаю уже, пойду спать, пока. Вот ребенок. Староста, командир Джоу, это для детей. Зачем было привозить так много? Спасибо. Юншен, сюда, неси это все внутрь. Хорошо. Братец Ван Хао, Юншен, эти люди обычно работают в других краях, они... Да, почти все. Хань, отдохни немного. Да ничего, не устал, у меня дело к тебе. В этом году много кто на праздники приехал, денежных подарков не хватает. Многовато. Слишком много. Вот и подарите побольше. Хорошо, благодарю тебя от лица всех нас. Осторожно, осторожно! Как ты работаешь? Извините, извините. Повнимательнее, а? Спасибо. Да ничего. Юншен! Все нормально с рукой? Нормально, нормально. Иди, помоги мне. Что нужно? Вот как те два бревна. Надо это также поставить. Отлично. Братец Юншен, у нас человека не хватает. Можешь с нами в футбол поиграть? Футбол. Пойдемте все вместе. Идем. Идем. Хороший удар.
Так. Прекрасно. Кто разрешал тебе приезжать? Командир Джоу, как там что? Есть какие-то сдвиги? Опросили 10 с лишним семей, и никто не хочет говорить. Наверное, никогда полицию не видели, боятся немного. Чего бояться? Мы людоеды, что ли? Эти ваши крестьяне, похоже, знают, что это дело связано с загрязнением деревни. Они что, все на стороне убийцы? Это вы им что-то рассказали? То как это возможно? Это был вовсе не я. Вы часто приезжаете, жители деревни не могли догадаться, что ли? Браво! Спасите! Да что такое с телефоном? Боже ж ты мой! Пельмени просто ням-ням. Ну что, лепить умеешь? Я их есть умею. Хочешь попробовать? Давай. Тебе тоже татуировки нравятся? Это номер моей социальной карты для получения пособия. Я сирота. Когда я был очень маленький, мои родители и мой старший брат сгорели заживо. Со школы и до университета был один добрый человек. Всегда помогал мне материально. Ты его видел вообще? Я написал ему письмо через благотворительную организацию. Он так и не ответил мне. И потом я подумал, что мне надо просто сделать татуировку на руке с этим номером, чтобы это всегда напоминало мне, что надо быть хорошим человеком, как он. Мой отец часто мне говорил, умение быть хорошим человеком не сравнится с умением прощать других людей, даже если они плохие. Твой отец очень хороший. Я сегодня видел вас на футбольном поле. Прям завидую. Он вообще не хотел, чтобы я приезжала к нему. Не может быть. Позже поймешь. Ты сегодня так много видео снял. Можешь мне это на диск записать? Хорошо, не вопрос. Потом принесу тебе. Спасибо. Пельмени готовы. Это Ван Хао позвал тебя сюда? Нет. Разве ты не работаешь здесь над этим делом? Я сама отыскала это место. Папа приехал сюда, чтобы дело расследовать. Очень вероятно, что убийца здесь в деревне. А ты вот так взяла и примчалась. Это очень опасно. А если что-то случится, как я это объясню твоей матери? Ты меня дома оставил в одиночестве, а это не опасно?
Как ты это объяснишь самому себе? Сегодня Новый год. С днем рождения. Командир Джоу, а вы раньше думали про зацепку с электропилой? Я разбирался с этим. Но вообще никаких совпадений. К тому же здесь почти в каждом доме есть электропила. Здесь лесная зона все же, так ведь? Здесь. Кто здесь? Стой! Полиция, стоять!
Ой, блин. Ван Хао. Ван Хао! Ван Хао! Ван Хао! Вот ты отчаянный. Едва с жизнью не расстался. Если б я знал, что это был Ван Цзяньше, я б туда не прыгнул, хоть убей. Мой отец когда-то потерял жизнь из-за спасения такого подонка, и я однажды поклялся, что никогда не буду спасать злодеев. И с такими вот взглядами. Зачем ты все еще хочешь быть полицейским? Чтобы уберечь от смерти парочку глупых полицейских, вроде моего отца. Твой отец делал то, что должен делать полицейский. Если сможешь все понять, то сможешь все простить. Для тебя это всего лишь вопрос времени. Ты можешь быть хорошим полицейским. Только не будь таким отчаянным. Доктор, ну что там? Он правда был слишком слаб. Мы приложили все усилия. Что вы называете усилиями? Сказали бы раньше, что его не спасти. У нас к нему вопросы были. Извините, мой долг людей спасать, а не помогать вам. Людей спасать? Вы сейчас не только не спасли человека, но и можете погубить многих других. Вы это знаете? А за это я уже не отвечаю. Как вы себя ведете, а? Доктор, можете помочь мне кое в чем? Терапевтическое отделение. Вы здесь? Наконец-то нашел вас. В чем дело? Что у вас на лбу? Да вот, спешил сейчас, споткнулся и ударился головой. Все нормально. Как вы так неосторожно-то? Рассказываю, что тут у нас. Мы вчера человека спасли. Этот человек видел убийцу. Доктор сказал, что он может очнуться за пару дней. Возвращайтесь и скажите жителям деревни, что это дело скоро будет раскрыто. Прекрасно. Прекрасно. Мы сейчас терпим большие убытки. Скоро мы придем в норму после всего этого. Ну хорошо. Это все, да? Ну ладно, не буду мешать вам работать. Я пошел. Первая народная больница города Иси. Офицер Сяолю, уже так поздно, почему вы не уходите?
В чем дело? Что такое? Что такое? Посмотрим, что там такое. Командир Джоу, это кто-то дыму напустил. Иди к командиру Вану. Есть! Давай сюда и не выходи. Эй, там в халате! А ну стоять! Ван Хао! С дороги, все по палатам, быстро! Я и есть Вэн Дзе. Мы четверо вместе построили этот аффинажный завод. Я отвечал за предоставление запатентованных технологий. Хоть мы тогда и соорудили очистительную станцию, но из-за того, что расходы на сточную систему были высоки, ею никогда и не пользовались. И запустили разве что на время проверок. Поэтому промышленные сточные воды с аффинажного завода через ту секретную трубу они сливали прямо в реку. И благодаря одной случайности я узнал о существовании той секретной трубы. Я пригрозил, что расскажу о них всю правду. Но совсем скоро произошла эта авария. Моя жена и мой 12-летний сын погибли на месте. Мне посчастливилось остаться в живых. Еще не выздоровев, я уехал за границу. Я нашел одного человека, с помощью операции сделал внешность, как у него. Этот человек как раз умер из-за болезни, и в стране у него не осталось никаких родственников. Он и есть Хань Мин. Я вернулся, чтобы убить тех троих партнеров, отомстить за жену и сына. Серьезный вред, вызванный этой секретной трубой, подарил деревне множество детей с врожденными увечьями. Поздно что-либо говорить. С тех пор я начал материально помогать тем детям. Я хотел всеми способами сделать их жизнь чуточку счастливее.
Офицер У? Что вы здесь делаете? А где братец Хань? У него какие-то дела с командиром Джоу. Я пришла забрать некоторые вещи. Вам что-то нужно от него? Это касается деревни. Я звонил много раз, а он все не отвечает. Поэтому мне и осталось лишь прийти сюда. А когда он сможет вернуться, вы знаете? Это трудно сказать. Давайте так. Когда я его увижу, то скажу ему. Что такое? У вас что-то еще ко мне? У меня с покрышкой какая-то проблема. Вы же сюда на машине приехали. Хотел бы у вас попросить домкрат. Ладно. Подождите немного. Хорошо. Слышал, староста говорил, что братец Ван Хао серьезно пострадал. Все нормально? Этот Ван Шуйхэ, что не говорит, все преувеличивает. Не волнуйтесь, все нормально. Но все-таки напомните братцу Ван Хао. Я в детстве как-то упал в ледяную воду. Было холодно и ноги очень болели. А откуда вы знаете, что он упал в ледяную воду? Подождите еще чуток. Я сейчас все закончу. Командир Джоу! Командир Джоу! Что такое? Мое дело раскрыто. Удобно ли вам будет сказать моему начальнику, что по Ван Цзяньши есть еще некоторый материал, над которым мне надо еще пару дней поработать? Да как я могу? Это вы избавляетесь от тех, кто больше не нужен? Шучу я. Даже если б ты и не попросил, я сам хочу, чтобы ты остался на пару дней. Допрос Ханьмина еще не закончен. А я вот все думаю, похоже, что-то здесь не так. Здесь у вас что-то не так. Нервы уж слишком натянуты. Пойдемте вечером поедим хого, я угощаю. Позовите Синьи тоже. Ну как? Хорошо, я схожу в уборную, а потом вместе заберем Синьи. Синьи. Синьи? Командир Джоу. Ваша дочь у меня.
Я даю вам полчаса времени. Старый склад лесничества Дуншань. В обмен на нее привезите Ханьмина. И не пытайтесь меня преследовать. Если я почувствую опасность, вы никогда больше не увидите свою дочь. Телефон вызываемого абонента выключен. Пожалуйста, перезвоните позже. Залезайте. Да что вы делаете? Ван Хао, ты что делаешь? Не вмешивайтесь. Синьи похитили, я не хочу всю жизнь раскаиваться. Ван Хао! Командир, Усюэ? Ли Юншен — сообщник Ханьмина. Он напал на меня у Ханьмина дома. Но меня удивило, что Ли Юншен сразу убежал, как только прочитал досье на Ханьмина. Это все моя вина, я не должна была идти одна. Срочно отправь мне это досье. Есть! А ну остановись! Ван Хао, остановись! Так ты не спасешь Синьи! А ну вылезай! Ты спятил, что ты делаешь? Если я не привезу ему Ханьмина, вашей дочери конец. Ты ненормальный, что ли? Думаешь, если отпустим Ханьмина, то спасем Синьи? Запомни, ты полицейский. Я знаю, что я полицейский. И еще знаю, что у полицейских полицейские законы. Если не удается спасти ни одного хорошего человека, то какой тогда смысл быть таким полицейским? Осторожно!
Командир Джоу! Командир Джоу! Командир Джоу, очнитесь! Расстегни. Командный центр, это Джоу Пен. Я на государственной дороге 222. 36 километров от города. Преследую зеленый пикап. Перекройте дорогу впереди. Появилась машина подозреваемого. Стой! 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 Берегитесь! Ван Хао! Сюда, на помощь! Скорее на помощь! Толкайте машину туда! Раз, два, три! Тебе, мать твою, жить надоело, блин.
Ли Юншен, бросай пистолет, или я тебя застрелю. Юншен, ты что делаешь? Хорошо, давай, застрели меня. Но сперва спроси у командира Джоу, согласен ли он? Ван Хао, успокойся. Ли Юншен, Ханьмина мы тебе привезли. Сейчас ты мне можешь сказать, где ты спрятал мою дочь? Не вопрос, командир Джоу. Но вы мне должны еще кое в чем помочь. Помогите сбросить этого человека в реку, и я скажу вам, где ваша дочь. Что? Я похитил вашу дочь не чтобы Ханьмина спасти, а чтобы убить Вэн Цзе. 10 лет назад кто-то сжег заживо всю мою семью. Из-за того, что мой старший брат узнал правду об афинажном заводе Цзиньюань, всю правду о сливной трубе, я спасся. Я говорил всем в деревне, что пожар был несчастным случаем. Тогда я был еще мал, но я своими глазами видел, кто устроил поджог. Все эти долгие годы я хотел только мести. За тех ни в чем не повинных, рожденных с увечьями детей, я отомстил, взяв каждого по одному и сбросив их в ледяную реку. Долг, в который они здесь залезли, здесь же и отдали. Я потратил очень много времени на поиски этих четверых. Тех троих нашел. А этого Вэн Цзе никак не мог найти. А потом я подумал, пусть полиция поможет мне найти. И не думал, что этот человек у меня под боком. И к тому же, мать его, мой лучший друг. Раз уж так, зачем Ханьмину понадобилось убивать Ван Цзяньше? На афинажном заводе Цзиньюань он все решал. И секретная сливная труба тоже его идея. Разве не за тем, чтобы убрать свидетеля? Когда мы допрашивали Ханьмина, он сказал, что вообще не знал про эту трубу. Командир Джоу, у этого человека и лицо не настоящее, вы и словам его верите? Но зачем Ханьмин сказал, что это он убил остальных двух? Ты знаешь, почему мы убили твоего брата? Мой брат хотел разоблачить вас. Конечно, вы хотели его убить. Твой брат постоянно требовал денег от нас. Он все время нас шантажировал. И если бы мы не согласились, то он бы нас разоблачил. Мы не собирались убивать всю вашу семью. Заткнись! Юншен, дочь командира Джоу, не имеет к этому отношения. Отпусти ты ее. Я знаю, ты не причинишь ей вреда. Убей меня. Сейчас я тебя и убью, твою мать. Ли Юншен, что ты делаешь? Остановись! Командир Джоу, я уже заранее знал, что перспектив у меня нет. Но подумайте о своей дочери. Она еще не безнадежна. Снег идет все сильнее. Еще чуть-чуть и вьюга начнется. Еще немного провозитесь. Даже если я вам скажу, где она, вы вряд ли сможете ее найти. И ради этого подонка вы пожертвуете жизнью своей дочери? Сбросьте его в реку, и я сразу же скажу вам, где она. Ван Хао, ты что делаешь? Ван Хао, командир Джоу, вернись! Ли Юншен верно говорит. Ханьмин правда подонок. И не стоит того, чтобы жертвовать жизнью вашей дочери. А ну вернись! Если ты это сделаешь, то будешь таким же, как и они. Ты полицейский.
Командир Джоу, когда я привез туда Ханьмина, я уже перестал быть полицейским. Ван Хао, не останавливайте его. Он больше вас беспокоится о вашей дочери. Я недавно говорил Джоу Синьи, что очень завидую ей, что у нее такой отец, как вы. Но вы посмотрите на себя. Из-за одного подонка даже жизнь собственной дочери уже не важна, и вы говорите, что вы отец? Где ты спрятал мою дочь? Где моя дочь все-таки? Ты узнаешь этот номер? Откуда он у вас? Из дома Ханьмина. Из дома Ханьмина. Откуда у тебя моя социальная карта? Кто ты все-таки такой, мать твою? Ханьмин, Бензе и человек, материально помогавший тебе. Это все он. Это невозможно! Вы наверняка ошиблись. Юншен, как только нашли первый труп, я стал подозревать тебя. Я пошел в больницу убить Ван Цзяньше, чтобы взять всю вину на себя и покончить со всем этим. Да кем ты себя считаешь, мать твою? Думаешь, если сделал какое-то доброе дело, то и хорошим человеком стал? Эти твои бесчеловечные поступки вот так взяли и перечеркнулись, да? Я тебя ненавижу! Я тебя ненавижу! Прости. Прости. Ханьмин! Ханьмин! Что ты делаешь? Юншен! Не забудь о том, что ты говорил. Скажи командиру Джоу, где его дочь. Командир Джоу! Командир Джоу! Командир Джоу! Командир Джоу!
Скажи командиру Джоу, его дочь, в 1 километре к западу от школы, в небольшой избушке. Она в безопасности. Братец Хао, для меня теперь умереть здесь разве не самый лучший выход? Юншен, спасибо. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Что ты, мать твою, делаешь? Ли Юншен!
酸都太晚。若时间能向过去倒转，我不管拿什么，我都拼命要还。停不下的错，每一天都和我，你追我赶。当记忆在向我哭喊，当心跳被疼痛震撼，当无罪可赦的宣判为你我担。若最后我两手一摊，若结局勒住我手腕，若什么是致命破绽，不过是逃不过的，都有情感。Это было найдено в желудке у покойного. Вид ртутного соединения. В реке такого быть не может. Должно быть, в нем оно оказалось еще при жизни. Это ядовито? Ядовито. Но здесь чуть-чуть, и к смерти не приведет. И где можно такое достать? Эта штука хоть и не стоит денег, но не так просто ее получить. Это отходы, образующиеся при очистке редких металлов. Смотрите, как много снега. На вашей машине здесь никак не проехать. Спасибо Юншену за то, что отвез нас. Ли, спасибо. Не стоит, это было необходимо. Раньше это место было очень людное. Одни машины на дороге туда и сюда. Говорят, что в этой деревне люди, которым за 30 и за 40, все когда-то работали на аффинажном заводе. И еще которым за 70. Те деньги, которые платили хозяева жителям нашей деревни, намного больше, чем платили в других местах. Неплохо. А почему они потом закрылись? А вот этого я и не знаю. Во всяком случае, я знаю, что там было 4 хозяина, один из которых попал в аварию. Вот потом и закрылись. Аффинажный завод Цзиньюань. Подожди в машине. Сильно не торопитесь, староста. Командир, здесь ничего нет. Командир Джоу, скорее смотрите сюда. Командир Джоу. Смотрите.
Вы же говорили, здесь никто не бывает. Да. Здесь все пустовало многие годы. Когда закрыли завод, все ценное отсюда повывозили. Ничего не оставили. Уж сколько лет никто не появлялся. И зачем этот кто-то приходил? Командир! Снова это место! Командир Джоу, у этого человека в желудке мы опять нашли такое же ртутное соединение. Братан, нужна помощь? Хорошо, сфотографируй нас вместе. Хорошо, только камеру разверни. Буду позировать. В том же виде. Братан, не пойдет. Тут все не поместится, мне надо отойти на пару шагов. Давай, отойди. Братан, опять нехорошо. Надо отойти еще на пару шагов. Связался с нашими местными. Преподайте ему хороший урок, когда вернетесь. Спасибо. Как вы себя ведете? Я Джоу Пен. Здравствуйте, командир Джоу. Как ты смеешь бить людей? Да, раз полицейский можно так людей бить, я подам иск и найму адвоката. Смотри, как ты избил меня. Мне все равно, как вы работаете в Шанхае, но у меня здесь не следует проблем создавать. Смотри, ну какой из тебя полицейский?
Средь бела дня телефоны крадут, с таким-то общественным порядком еще и учите, каким должен быть полицейский. Я вам тут пару воришек поймал, за это хотя бы спасибо говорят. Это у тебя не поимка воришек, это злоупотребление силой. Смотри, как ты ему лицо расквасил. Я и не бил его, это он сам упал. Как вы себя ведете? Я разве не сказал тебе ждать в машине? Садись назад. Это моя дочь. Надо сперва ее домой отвезти. Давай знакомиться. Меня зовут Ван Хао. Меня зовут Джоу Синьи. Джоу Синьи? Какое модное имя. Видно, что не отец тебе его дал. Ты тоже полицейский? А что? Малость не похож. В этом вопросе у тебя с твоей... Место, где обнаружили труп, точно не является изначальным местом преступления. Здесь расположена заводь. На льду вокруг не видно никаких следов того, что его кто-то долбил. Через 7 километров выше по течению есть плотина. Должно быть, где-то на этом 7-километровом участке тело сбросили в реку. А затем течение реки принесло его на эту самую заводь. Убийца однозначно мог оставить какие-то следы. Посмотрим, повезет нам здесь или нет. Вызови сюда криминалистов. Труп принадлежит мужчине. Возраст примерно 45 лет. Причина смерти – утопление. Рыбы подчистую обглодали его лицо и конечности. Установить его личность вообще нереально. К тому же, он был заморожен во льду какое-то время. Время смерти тоже сложно определить. Кровь, следы которой вы нашли на месте, принадлежит ему, согласно экспертизе. Эта рана очень глубокая. Она получилась такой, должно быть, его тащили за это место. Я уже давно занимаюсь своим делом, но впервые вижу такую жестокость. Подозреваемый уже 5 раз изменил место передачи, сейчас движется на улицу Синьцзянь. Скоро час пик, машин будет больше, не потеряйте его. Понял. Езжай быстрее. Впереди перекресток. Куда мне ехать? Остановись там, поднимись на переходный мост. И не мешкай, блин. Я знаю, что полиция следует за тобой. Если не поднимешься туда, твой муж станет трупом. Стой! Я говорю, стой! Не выходи, тут и другие машины едут.
Беги! Ну, беги! Беги! Такой мост высокий, а ты с него сиганул. Тебе жить надоело, что ли? Разве можно так избивать подозреваемого? Сколько ты уже здесь? Знаешь, что ты сейчас делаешь? Ну как ты себя ведешь? Раскроем это дело и все на этом. Знаете этого человека? Говорите, в каких вы отношениях? Он мой инструктор по фитнесу. Я спрашиваю, в каких вы отношениях? У нас настоящая любовь. И вы с этой вашей настоящей любовью своего мужа похитили? Никого не похитили, это все не по-настоящему. Ван Цзиньше всегда любил играть в исчезнувшего, но в этот раз пропал на полмесяца дольше. Не думала, что сейчас его собственная мать не найдет, вот и обратились. А мы хотели, пользуясь случаем, денег умыкнуть. А эта ваша настоящая любовь нам сказала, что он отвечал только за получение денег и больше ничего не знал. Как вы это объясните? Полная, мать его, чушь, это все он спланировал. Сбросить сумку с моста тоже он придумал, и мне велел это. И все на меня сваливает. Что бы я там понимала? Тогда такой вопрос. Ван Цзиньше все-таки с вами связывался? Связывался. Я вам специально не говорила. Не может быть, чтобы моего мужа похитили. Последний раз он мне звонил. Похоже, что из города Иси он звонил. Сказал, что уехал повидаться с друзьями по старому бизнесу. Не исключено, что опять там любовницу завел. И специально телефон отключил. Тони Люнкафай, Тун Давэй, Джоу Дун Юй, Дэн Цзядзя, Вэй Чень, Цао Вэй Юй. Режиссер Сюй Вэй.
затерянные в белой мгле. Командир! Место преступления вон там. У нас в деревне много старых и больных, поэтому зимой, чтобы дать им возможность немного заработать, я организовываю специальные виды досуга. Ну, рыбалка, коньки и так далее. Этот каток всего пару дней как залили. Пара тысяч, потраченная на уборку снега, еще не окупилась. И вот столкнулись с этим. Давайте ближе к делу. Разве не вы сообщили в полицию? Расскажите, как вы обнаружили? В полицию сообщил я, но этот труп... Это дети, это наша ребятня деревенская обнаружила. У них же каникулы, они играют здесь в футбол каждый день. Вот и увидели, что подо льдом что-то есть. Я пришел глянуть и сам не понял, что это. Нашел кран, чтобы поднять, а оказалось там человек. Вот я и сообщил в полицию. Вообще утомительно. Я только пришла, еще руки не отогрела, 3 круга едва сделала, как папа меня утащил оттуда. Еще говорит, что отгул возьмет ради меня. Вообще доверия не внушает. Будто ты не знаешь, что он за человек. Я ведь говорила, надо было пораньше приехать, получше изучить местную обстановку. Синьи, а что если я тебе билет поменяю? Сама поговори с ним. Твоим отцом полное единодушие. Пристегнись. Ты такой юморист? Добавься ко мне в телефонный чат. Хорошо. Надо просканировать. Только что было холодно на сердце, а сейчас вдруг гораздо теплее стало. Сюда. Присядь пока что. Чуть позже отведу тебя поесть. Это здесь вы сидите? У такого важного командира даже отдельного кабинета нет. Командир, а это... Это Ван Хао, прилетел из Шанхая. Он расследует исчезновение одного человека, нужно наше содействие. Это Усюэ. Командир, мы даже с тем мертвецом не разобрались. Откуда у нас время помогать с поиском живых? Ничего не поделать, это приказ. Не надо гулять здесь. У нас мало места, отдельных кабинетов нет. Что ты там высматриваешь? Это дело с твоим не связано. Не беспокойся. Наш командир сказал помогать тебе, обязательно раскроешь свое дело. Иди посиди там спокойно. Срочно позови командира Джоу. Зачем?
Я могу помочь вам раскрыть дело. Итак, ты думаешь, что твое дело об исчезновении и наши два дела об убийстве связаны между собой? Очень вероятно. До исчезновения Ван Цзяньше звонил из города Иси. Говорил, что приехал повидать старых друзей. Я проверил и выяснил, 10 лет назад он и еще трое открыли аффинажный завод Цзиньюань. И здесь, кроме Ван Цзяньше, еще два партнера, которые тоже исчезли. А эти два трупа, которые мы нашли, один из них не Ван Цзяньше, по росту и телосложению не похожи. Я прошу свозить меня завтра на аффинажный завод Цзиньюань. Алло, что такое? Ты собрал вещи Синьи? А какое число-то сегодня? Еще более 20 дней впереди. Тебе вот обязательно надо так суетиться. Какие более 20 дней? Я ей билет поменяла, на следующей неделе она полетит в США. Она тебе не сказала? Сказала. Я забыл про это. Осторожно! Эти рыбы кусаются. Кого вы пугаете? Я ел такую рыбу. А вот тем летом был один красавчик, почти такой же, купался здесь. И ему письку такая рыба попросту откусила. Не обращай внимания, это он шутит с тобой. Ваши постоянные визиты — это не дело. Вы мне весь бизнес распугаете. Мне нужно снова побывать на аффинажном заводе. Разве я уже не возил вас туда? Сейчас за это дело пока отвечаю я. Мы с вами поймаем убийцу, и все закончится. А если провозимся еще дней 10? Пресса, телевидение и интернет-издания самые проблемные сегодня. Все устремятся к вам сюда. Сотрудничать с вами моя обязанность. Конечно, можно. Хорошо, пойдемте. Хань, чуть погодя, отвези моего сына домой. Я съезжу вместе с ними на аффинажный завод. Пойдемте. Юншен, пойдем. Там впереди сливная труба аффинажного завода. Вы бы взглянули на нее сейчас, а то мне еще раз придется везти вас сюда. Хорошо? Завод уже 10 лет как закрыли. Что там еще можно найти? Не беспокойтесь. Воду, которая течет по этой трубе, много раз проверяли по распоряжению сверху. Вообще никаких вопросов. Какое красивое место. А вы вдруг разрешили им построить завод. О чем вы думали? Все формальности в порядке, результаты всех проверок соответствовали нормам. Для деревни польза, все бы имели доход, из чего бы не разрешить. Ну вот у вас в деревне так много детей с врожденными увечьями. Вы никогда не думали, что это связано? Думать-то я думал.
А толку-то? А толку-то? Найти их, засудить их. Где бы я их нашел? Где бы я их засудил? Все хозяева сбежали, и завод закрылся. И где, скажите мне, их искать? И кому эти ваши слова делают чести? Ваш сын прикован к коляске на всю жизнь. Вы это знаете, нет? Но это уже случилось. А что толку от ваших слов? Я присутствовал при этих проверках от начала и до конца. Разве что они меня обманули. Жители деревни действительно обманули. Труба под землей – это вовсе не сливная труба. Примерно 6 метрами ниже того места, где нашли труп, расположен настоящий сток для отходов. Неочищенные ядовитые сточные воды, проходя через эту секретную подземную трубу, сливались непосредственно в реку и загрязняли источник водоснабжения в деревне. Ртутные соединения в сточных водах наносили огромный вред эмбриону в животе у беременной женщины. За 10 лет в деревне родилось 15 детей, 8 из них с врожденными увечьями. У этого завода, в общем, было 4 хозяина. Как было установлено, 2 жертвы, найденные нами в реке подо льдом, это 2 из них. Еще один – это Ван Цзяньше, исчезновение которого ты расследуешь. И последний – Вэн Цзе, чье местонахождение пока неизвестно. В 2008-м Вэн Цзе со всей семьей попал в аварию. Жена и ребенок погибли. Про него староста Ван Шуйхэ рассказывал. По данным Управления по делам въезда и выезда, после этого Вэн Цзе уехал в Испанию, и до сих пор не было никаких записей о его возвращении. Ртутное соединение в желудке первого трупа привело нас на аффинажный завод Цзиньюань, а отпечатки ног, оставленные на аффинажном заводе, вернули нас обратно на место первого преступления. Второй труп был расположен головой вниз, точно по направлению к секретной сливной трубе. По этим зацепкам было понятно, что убийца очень хорошо знает эту местность и вдобавок все время ведет нас за собой. Ну, скажем так, убийца вполне может быть членом одной из семей, в которых есть эти дети, или некто из деревни с целью отомстить. И еще может быть, что это Ван Цзяньше или Вэн Цзе. Не забывай, убийца все время ведет нас за собой этими зацепками. Скрылась правда об аффинажном заводе Цзиньюань. Если это те 2, была ли необходимость так делать? Ну а если он вводит нас в заблуждение? Все, что вы оба говорите, очень разумно. Послезавтра Новый год. Каждый год в этот день жители деревни празднуют его вместе, включая тех, кто работают не здесь и приезжают на праздники. Я думаю, нам нужно поехать в деревню и посмотреть, разузнать все полностью. Вот сегодня и поедем. Хорошо. Я в баскетбольном зале 2-й школы. Срочно приходи, нужна помощь. Я сперва вещи соберу. Синьи, Синьи, я пришел. Ты где? Ребята, я хочу у вас спросить кое о ком. Вы видели, нет, худенькую девушку с короткой прической? Подружка твоя, моя сестра. Вот как. Твоя сестра сейчас пойдет обедать с моей братвой. Иди домой и жди. Куда пошел? Куда идешь, а? А ну стой! Тебе говорят. Кто хочет надеть? Уходим, уходим, полиция! Синьи! Синьи! Ладно, ладно. Не бойся, не бойся. Вообще хотела до отъезда в США еще раз проведать место, в котором я училась. Не думала, что столкнусь с этой шпаной. Огромное спасибо тебе. Не надо благодарить. А почему ты им не сказала? Вы знаете, кто я, а? Мой отец Джоу Пен. Мой отец Джоу Пен, не трожь меня. Однажды в детстве мама уехала в командировку. Я была вместе с папой на ночном дежурстве. Вдруг ему позвонили. Сказали, что совершено убийство. И папа закрыл меня в своем кабинете. Помню, как мне было голодно и холодно. И очень-очень темно, чего я очень-очень боялась. С тех пор я очень боюсь такой обстановки. А твой папа знает? Мама говорит, что такие люди, как мой отец, могут помнить все твои праздники и дни рождения. Купят тебе подарок, подарят тебе счастье, пригласят тебя на обед. Но как только появляется дело, ты сразу становишься ненужным, ты обуза.
Я тебе тоже расскажу историю про семью полицейского. Был один красавчик, его папа работал в криминальной полиции. И однажды поехал ловить злодея. Тот злодей еще немного и упал бы с крыши того здания. Далее его папа спас жизнь этому злодею. И после того, как он его вытащил, у злодея был с собой вот такой длинный нож. Ударил его папу вот сюда. Он и до больницы не доехал. Дух испустил. Скажешь, неужели он не знал, что спасенный им человек злодей? Но из-за спасения такого подонка человека не стало. Ну, а зачем ты все еще хочешь быть полицейским? Это уже немало, если я, такой умный полицейский, уберегу от смерти парочку глупых полицейских. Потом, если опять столкнешься с такой проблемой, подумай про себя. Мой отец и мой брат Ван Хао обязательно спасут меня, и никакой проблемы не станет. Но вы коллеги с моим отцом, тогда уж ты дядя Ван Хао. Я настолько старый. Алло, алло? Это Джоу Синьи. Я же только в чат добавлялся, а номер телефона не оставлял. Ты знаешь, кто я? Я дочь полицейского. Говоришь, что тоже не записал мой номер. А еще говорил, что при опасности придешь и спасешь меня. Трёп один. Что тебе понадобилось от меня так поздно? Вы сейчас где? Этого я не могу тебе сказать. На самом деле у моего отца завтра день рождения. Я хотела сделать ему сюрприз перед отъездом. Хоть и день рождения у отца, все равно не могу сказать. Кто это? Больной кто? Глубокой ночью и на гармошке играет. Да, я послушаю. Это мой отец. Ты откуда знаешь? Он умеет играть только одну эту мелодию. Начиная с родного Гуандуна, доиграл ее аж до северо-востока. Есть два повода. Первый, когда мне не спалось в детстве, меня это убаюкивало. Эффект был магическим. И еще один, каждый раз, когда есть серьезное дело, он тоже играет. В этот раз, к примеру. Засыпаю уже, пойду спать, пока. Вот ребенок. Староста, командир Джоу, это для детей. Зачем было привозить так много? Спасибо. Юншен, сюда, неси это все внутрь. Хорошо. Братец Ван Хао, Юншен, эти люди обычно работают в других краях, они... Да, почти все. Хань, отдохни немного. Да ничего, не устал, у меня дело к тебе. В этом году много кто на праздники приехал, денежных подарков не хватает. Многовато. Слишком много. Вот и подарите побольше. Хорошо, благодарю тебя от лица всех нас. Осторожно, осторожно! Как ты работаешь? Извините, извините. Повнимательнее, а? Спасибо. Да ничего. Юншен, все нормально с рукой? Нормально, нормально. Иди, помоги мне. Что нужно? Вот как те два бревна. Надо это также поставить. Отлично. Братец Юншен, у нас человека не хватает. Можешь с нами в футбол поиграть? Футбол. Пойдемте все вместе. Идем. Идем. Хороший удар.
Так. Прекрасно. Кто разрешал тебе приезжать?